Здравствуйте, дорогие зрители! Веб-сайт Туркменпортал. С 14 по 16 ноября в столице Туркменистана проходит 17-я международная выставка и научная конференция «Туркментел-2024». Здравствуйте, расскажите, вы у нас впервые, как вам впечатление о городе? Меня зовут Михаил Анисимов, я представитель корпорации ICANN в регионе Восточная Европа, Центральная Азия и страны Кавказа. Я уже второй раз на этой конференции. В этот раз я буквально только-только приехал, но в прошлом году мне удалось совсем чуть-чуть его посмотреть. И я, конечно, должен сказать, что это один из самых интересных, экзотичных и самобытных городов из тех, которые я когда-либо видел. Он очень интересно спроектирован, он крайне необычно выглядит, и я получаю большое эстетическое удовольствие, наблюдая за ним. Ну и расскажите, удалось ли уже посмотреть выставку и актуальность данной конференции? Каково ваше мнение? Выставку, да, удалось посмотреть, пусть и мельком, но в самом начале в открытии. И надо сказать, что по уровню представленности она занимает очень достойное место среди всех тех, которые идут в нашем регионе, потому что представлены ключевые вендоры со всеми самыми современными решениями. И это же, наверное, свидетельствует и об актуальности выставки и мероприятия как таковой, потому что именно обмен опытом с главных экспертов в самых разных областях, связанных с интернетом и коммуникациями, позволяет этой отрасли развиваться на благо всего общества. Спасибо большое. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, о данной конференции и как вам организация выставки? Здравствуйте. Да, в первую очередь я хотел бы отметить, что я не первый раз участвую в Туркментел, и из года в год эта выставка становится все масштабнее, и что важнее, вопросы, которые рассматриваются в ходе ее работы, становятся более глубокими, и я считаю, что это один из наиважнейших форматов сотрудничества в нашем регионе. Удалось ли посмотреть саму выставку, павильоны местных компаний, может быть? Да, конечно, мы в ходе открытия выставки и форума в рамках официального обхода ознакомились со всеми представленными компаниями. И что было особенно приятно, что мы видели не только совместные предприятия Туркменистана с другими странами, но и исключительно туркменские компании, которые уже показали значительный рост на рынке, и мы видим, что сегодня уже вопрос стоит о том, что такие компании обладают достаточно высоким экспортным потенциалом. И это действительно очень приятное наблюдение данной выставки. Ну и последний вопрос. Если вы у нас уже не в первый раз, расскажите свои впечатления о городе в целом. Вы знаете, я очень люблю прилетать ночью, потому что у меня тогда появляется две возможности: увидеть город ночью и увидеть его днем. Это два великолепных для меня события, потому что ночью, когда едешь, город очень красивый, освещен, но он другой. А днем ты видишь, насколько очень уделяется внимание развитию парковой зоны. Я видел, что помимо того, что строятся новые дома, здания, еще и город сильно позеленел. И это очень приятно, учитывая то, какая жара бывает в Ашхабаде. Теперь ты точно знаешь, что можешь укрыться в тени зеленых деревьев. Это тоже видно, что много работы было сделано. И город, конечно, процветает. И я помимо Ашхабада бывал и в Туркменбаши, тоже городе, тоже очень красивое место на берегу Каспия. Мне нравится, что год от года страна расцветает. И хотелось бы пожелать, чтобы страна процветала и народ Туркменистана жил счастливо. Благодарю вас, успехов вам и ждем вас в следующий раз. Спасибо большое, это было очень приятно.
развития ООН. Работаем в этой стране уже сразу после независимости, уже, можно сказать, больше 30 лет. И являемся одним из стратегических партнеров развития для правительства страны и для людей. Мандат наш достаточно обширный. Это охватывает многие отрасли, начиная с диверсификации экономики, здравоохранения, образования, вопросы изменения климата и сохранения биологического разнообразия, но также и в последние годы и больше вопросы цифровой трансформации, потому что не только Туркменистан и не только регион, но и весь мир идет в этом направлении, и уже сегодня трудно представить жизнь людей и страны, и управление страной без трансформации и без использования цифровых новых технологий. Это будет AI, это будет блокчейн или какая-то другая новая технология. Нужно применять, нужно учиться, потому что это основательно меняет жизнь, меняет, как мы живем, как мы работаем и как мы общаемся с друг другом. И вот сегодняшнее мероприятие и выставка, и конференция, в которой мы участвовали, в основном обсуждались вопросы цифровой трансформации, как это меняет жизнь и работу в стране, и как особенно я в моем выступлении говорила, как партнеры по развитию могут участвовать и помогать стране в этом направлении. Мы очень рады, что у нас стратегическое партнерство с агентством «Арагат Нашик» и с правительством Туркменистана, потому что не только с агентством, но и с другими министерствами мы тоже работаем в направлении цифровой трансформации. У нас есть удачные уже проекты, и мы были очень рады сегодня на стенде агентства «Арагат Нашик» представить уже результаты нашего совместного проекта. Спасибо. Спасибо.